Люди, которым посвящена книга «Дорога к вершине», не похожи друг на друга. Но всех их объединяет одно – твердость духа. Екатерина Бебия при создании очерков старается узнать о героях все. Через образы отдельных личностей в целом автор показывает дух абхазского народа, его культуру, героизм, традиции и преданность родине. Написать о жизни неординарных и сильных людей – подарок судьбы, признается Екатерина Георгиевна. С героями этих книг и других очерков переплетались мои дороги, связанные с журналистской, научной, педагогической, общественной деятельностью. Все, о чем я пишу, наполнено душевной энергией моей любви к человеку. Портреты героев книги выразительные, а архивные источники становятся подтверждением приведенных событий из их жизни. В текстах очерков, собранных в издании «Дорога к вершине», кроме личных наблюдений Екатерины Бебия, большое место занимают рассказы людей, которые хорошо знают или знали того или иного героя. Накануне юбилея столетия народного поэта Абхазии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи Баграта Шинкуба Екатерина Бебия побывала в республиках Северного Кавказа с целью подготовки документального фильма о жизни и творчестве народного поэта. В книге собраны рассказы людей, которые лично знали Шинкуба. Это поэты, общественные деятели, историки, художники. А на презентации присутствовал внук поэта Ливан Мика. Большой подарок в дни столетия, что ты посетила республики Северного Кавказа, наших братьев, которых мы очень любим и без которых мы сегодня в них нуждаемся. И спасибо большое, ты летописец нашей эпохи. Спасибо огромное. В одном из своих очерков автор рассказывает историю рода Топагуа. Выделила Екатерина Бебия эту фамилию не случайно. Ее представители внесли колоссальный вклад в развитие республики. Среди них участники Отечественной войны народа Абхазии, политические деятели, заслуженные учителя. Оксана Топагуа – журналистка, дочь героя Абхазии Реваза Топагуа. И первый экземпляр книги достался именно ей. У меня является большой честью быть маленькой частью такого большого труда, такой книги исторической. В этой книге непосредственно говорится о моем роде Топагуа. Екатерина Георгиевна является моим преподавателем уже на протяжении 5 лет. Мы работали вместе с ней, и мы очень много вместе с ней проводили время. Безмерно ей благодарна за то, что она дала нам такую возможность и написала такие слова, чтобы мы были достойны этих прекрасных слов. Книга написана на 2 языках – на абхазском и русском. Редактор русского текста Татьяна Алексеева, абхазского Гунда Адзенба. Прочитав ее книги, вроде бы знакомые нам всем люди открываются с другой стороны совершенно. Очень интересно читать, и ты начинаешь еще больше уважать тех людей, о которых ты прочитал. И я хочу отметить, что быть редактором у такого автора, как Екатерина Бебия, очень несложно, потому что она из тех авторов, которая с благодарностью принимает замечания редакторов. Книга «Дорога к вершине» об известных людях не только Абхазии, но и Карачаево-Черкесии. Екатерина Бебия подробно рассказывает историю своей встречи с председателем Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусой Экзековым, который прислал участникам презентации аудиосообщение со словами благодарности автору. Я хочу от всей души поздравить со столь интересной, очень важной для всех нас. Убежден в том, что вы будете впредь радовать нас. «Дорога к вершинам» вышла тиражом 400 экземпляров. В завершении встречи Екатерина Бебия подписала и подарила присутствовавшим героям книги по экземпляру. Сария Гварацхеля, Инала Гухава, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.